Таджикистан может столкнуться с новой волной инфицированных, если официальные источники не перестанут заявлять, что опасность позади, а люди, поверив, беспечно позабудут о мерах безопасности. Об этом в своем посте в ФБ написал известный таджикский политолог Парвиз Мулоджанов. В настоящее время официальные источники заявляют о существенном снижении количества случаев заражения коронавирусом в Таджикистане. Также обсуждается вопрос о возможном достижении пика заболевания в стране. Однако, на самом деле, скорее всего, снижение числа инфицированных отражает ситуацию на конец апреля, начало мая, когда было официально объявлено о наличии коронавируса в стране и население стало придерживаться правил самоизоляции и дистанцирования, а учебные заведения были закрыты. Глава Минздрава Таджикистана: запас лекарств есть, а лечение коронавируса бесплатно, поэтому большую часть тяжелобольных во время первой вспышки заболевания составили пациенты, инфицированные в апреле. Сегодня большую часть больных уже составляют люди, заразившиеся в начале мая, когда народ стал придерживаться основных правил самоизоляции, носить маски, сидеть дома и так далее. В результате, благодаря массовой самоизоляции начала мая, сегодня мы наблюдаем некоторое замедление темпов распространения COVID-19. Однако это не означает, что пик заболевания уже достигнут. Это свидетельствует лишь о том, что общий прирост инфицированных замедлился и кривая роста эпидемии приняла более пологий характер. В этих условиях нагрузка на систему здравоохранения будет снижаться, что положительно скажется на общей ситуации с пандемией. Самое большее, на что мы сегодня можем надеяться, что пик заболевания будет достигнут в июне, после чего количество заболевших начнет постепенно снижаться. Однако, если в ближайшее время меры по социальному дистанцированию будут смягчены, то эффект может быть совершенно обратный. То есть страна может столкнуться с новой волной инфицированных. Взаимосвязь между социальным дистанцированием и количеством инфицированных наглядно показана в ниже приведенной таблице, где 1. Количество инфицированных граждан 2. Без применения превентивных мер социального дистанцирования 3. Возможности системы здравоохранения 4. Социальное дистанцирование 5. Время с момента появления первого случая инфицирования. Эпидемическая кривая. Динамика пандемии при и без применения мер социального дистанцирования. Как видно из графика, составленного специалистами, эпидемиологами на опыте других стран, если меры социального дистанцирования применяются, то кривая роста пандемии становится более пологой. Нагрузка на систему здравоохранения невысокая, что позволяет последней успешно выполнять свои функции. Если же меры социального дистанцирования не применяются, то идет резкий рост заболеваемости, с которым система здравоохранения уже не может справиться, что ведет к самым негативным последствиям. Что это означает? Не слушайте подхалимов и карьеристов, берегите себя и близких, особенно людей старшего поколения, и продолжайте придерживаться основных правил самоизоляции, носите маски. Чаще протирайте руки дезинфицирующими растворами, мойте руки. По возможности, сидите дома.